май, пара контрольных, итоговых работ и прочих отчетных мероприятий, но в музыкальной школе они проходят особенно ярко. Мы в актовом зале лицея номер 42. Здесь воспитанники детской музыкальной школы номер 13 имени Халика Заимова проводят отчетный концерт школы. В зале друзья, родители и, конечно же, педагоги. Результат плодотворного труда длиной в год мы можем лицезреть на сцене. Рома, расскажи про этот концерт. На этом концерте лично я пел песню «Верни мне музыку». Я очень долго подбирал свой репертуар. Также там выступали скрипачи, пианисты и вокалисты. Расскажи, насколько важно участвовать в отчетных концертах. На отчетных концертах очень важно выступать, ведь во время отчетных концертов мы показываем родителям наш репертуар, как мы занимаемся. Со сцены звучат произведения классиков, современных авторов и народные мелодии. Музыкальные номера впечатляют своим разнообразием и мастерством исполнения. В концертной программе всего 14 выступлений, зато какие! Много ансамблей и даже преподаватели вышли показать свое мастерство. Настя, расскажи про свой музыкальный инструмент. У меня всего 2 отделения в музыкальной школе, фортепианное и флейтовое. 7 лет я училась на фортепианном отделении и 3 года на флейте. На концерте я исполняла всего 4 композиции с разными коллективами, с 2 хорами, с квартетом флейтистов и с ансамблем гитаристов. У всех отличаются репертуары, и они больше подходят под характеру самих его участников. Настя, а как, по-твоему, прошло твое выступление? Я думаю, что оно прошло хорошо, потому что любой опыт – это все же опыт. Я не сильно ошибалась в своих произведениях. Я могу сыграть тебе фрагмент. Отчетный концерт школы посвящен году семьи. Много произведений из детства наших родителей, есть серьезные произведения, которые актуальны на все времена. Финальный номер и вовсе удивляет своим масштабом. Этому всему ребята научились за год. Поздравляем артистов с их новыми музыкальными вершинами. Мария Медведева, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».